300 метров осталось до избушки. Вот, не знаю, даже думаю, сегодняшнее кто-то ворошил. Не знаю, или лиса, или еще кто. Не могу определить. Фиг знает. Вообще рядом от избушки. Может и лиса там. Но не похоже, что медведь. Как-то маловато он. Не знаю кто. Но уже рядом. Примерно там 300 метров. Очередной муравейник. Сейчас еще здесь гляну, блин. Что мне не нравится здесь. Тут кто вообще проверял? Но это точно не медведь. Может, дичь какая. Но тут, наверное, или белки, может, или еще кто. Но муравейник большой, старенький уже, заброшенный, я думаю, уже. Что здесь как-то сейчас гнило уже. Но здесь весной, наверное, от медведь ворошил этот муравейник. А сейчас еще добавок. Здесь непонятно что. Ты смотри. Ну, тут, наверное, или белки, или же боровая дичь. Непонятно кто, но здесь все тоже свежее. Вот все ворошили. Ворошено. Может, лисы. Что-то. И если глухари, то они автограф обычно оставляют. Ну, это белки, наверное. Вон, смотри. Шишки уже. Шишки, скорлупа шишек. Вон. Это точно белки, наверное, тут. Точно белки, наверное, тут и хозяйничают. Угу. Интересно даже. Муравейник вон такой огромный, большой. Второй фильм. Первый вечер. Пришли с охоты. Я как только начал снимать, как дошли до избушки, у меня сел аккумулятор и больше ничего не смог заснять. Ну что, еще там, когда я искал второго рябчика, я сейчас вкратце расскажу, как там что было. Когда я искал второго рябчика, первого потеряли, потом второго подранил, тоже потерял. И вот когда второго я искал, я еще там видел одного рябчика, двух даже видел, двух. И одного видел, и, короче, он чуть-чуть подальше был, и я стрелял в него из мелкашки. Из мелкашки несколько выстрелов сделал. И я расстроен. В общем, я не знаю, что случилось. Что-то у меня хвалил свое оружие, свою оптику. И я в рябчика даже и не попал. Не попал, улетел, и улетел. Даже не подранил, ничего. Короче, я оставил потерявшегося рябчика. Уже возвращался. И надеюсь, чуть раньше я показывал, снимал там, как я нашел первого рябчика потерявшегося. Спонтанно все получилось, но я его нашел. Я не знаю, как получилось, но нашел. Так, и, короче, я возвратился домой, в избушку. И чуть-чуть еще успел пострелять. Расстояние 50 метров я банку поставил, там стреляю, но в банку в середину никак не могу попасть. Влево кидает пулю и все, хоть ты убей.
Потом чуть ближе начал уже 25 метров стрелять. Что-то, ну, где-то в 3 сантиметра я 3 сантиметра мишень сделал и начал стрелять из 25 метров. Тоже влево бьет и все. Что ты будешь делать? Вообще никуда не ударялось ружье, и оптика, все в нормальном состоянии было. Короче, я начал там крутить, вертеть. И сейчас что-то я накрутил, в общем. Накрутил. И с 50 метров банку в середину, в центр попадает, но чуть-чуть ниже центра. Как более-менее так пристрелял. Но все равно на душе как-то непонятно, что, я не знаю, может быть еще бывает такое, что вот давление воздуха тоже очень даже, не знаю, как другие, думаю, что я чушь собачью несу, но это факт, это проверено мною уже. Давление воздуха на пулю от мелкашки там тоже влияет. Это я точно говорю. Может и погода сегодняшняя как-то влияет на это. Потому что не должно быть такого, чтобы у меня ружье пристрелено и вообще попадание вообще отрицательно. Мне не нравится такое попадание. Ну, я пострелял где-то пол пачки, наверное, патрона. Может, даже чуть больше. Надо было, конечно, сразу с умом все это дело делать. Ну, что-то я себя, я не знаю, как сказать. Не буду говорить даже. В общем, ну, завтра покажет, что я пристрелял там. Правильно или нет. Если дичь будет. И ну, сегодня я 100% был уверен, что ну, оптика как-то... Ой. Да. Ну, вы поняли. Подождем завтрашнего дня. Я уже поужинал. Живот полный. Как пришел в избушку, сразу еще дополнительно затопил печку. И сейчас тепло, даже жарко, как всегда. На улице сегодня, я не знаю почему, но и на улице было тепло. Очень тепло. Завтра, сейчас вот домой позвонил, как бы сказали, что погода, ну, показывает, что нормальная погода завтра будет. Завтра отличная погода, а послезавтра опять дожди. Непонятно, что и целый сентябрь дожди шли, и уже октябрь, середина октября скоро будет. Все время дожди и дожди. Я вот спускался домой, думаю, блин, хоть пережду этих дождей дома и уже сюда приеду, там, может, заморозки уже начнутся. А нет, нифига. Наоборот, сейчас потепление какое-то, циклон опять какой-то, антициклон или циклон. И я когда домой спустился, там несколько дней, конечно, было очень сильные дожди с ветром. Так, и вот думаю, через пару дней опять начнется такая картина. Дождливая погода. Сейчас уже только сейчас уже будем охотиться до конца сезона. Ну, сколько будем, то и будем охотиться, скажем, 3 дня, 10 дней. Сейчас посмотрим, будем смотреть, как первые дни сразу покажет, там дичь появилась или нет там. Сегодня вот несколько рябчиков видел. Ну, без собаки как-то более можно видеть больше дичи. И сегодня где-то, не знаю сколько там, ну, часа 2, может больше. Больше, да, часа 3, наверное, ходил. И вот внизу, конечно, у меня чуть-чуть там опаска, потому что там медведь бродит. Медведь крупный. И, не знаю, без собаки туда идти тоже как-то не очень не хочется, потому что собака все равно даст знак,
то посмотрим. Завтра еще как бы будем идти на охоту на глухаря и будем спускаться на лодке несколько километров. Там буду смотреть, конечно, берег, там новые следы появятся или нет. Но мне этот след не нравится, честное слово. Крупный самец. Следы крупные. Весной, конечно, был вообще мелочь, ну, с моей ладони, меньше моей ладони. А сейчас такая лапа, конечно, мама не горюй. И не по себе как-то, откуда он появился тут. Ну, это посмотрим, может и переход какой-то делает. Там с южной стороны там он пришел, может там кто-то ягоды собирал или еще кто. Охотники ходят. Может просто на берлогу как-то и место ищет, ходит. Поглядим, посмотрим, что и как. А сегодня уже день прошел, сейчас я буду уже отдыхать. Так что сейчас надо зарядить еще аккумулятор, полностью зарядку. И завтра с утра где-то часиков 6 уже будем выходить в тайгу. Сходим, глухарей посмотрим, как там есть или нет. Айда проснулась. Мы тоже просыпаемся утро. Так, где-то я... А, вон. Луна. Как будто и облака нету, а облачно оказывается. Еле видна луна. Ветерок гудит в лесу тайге. И сегодня 11 октября. Я думал, сегодня 12, оказывается, только 11 октября. Где-то 5:20, наверное, сейчас времени. И я вставал 4 часа, затопил печку, там закипел чай. Чай горячий, все нормально. Костер не будем жечь. Сейчас нагуляешься сегодня. Ох и нагуляешься. Целый день впереди. Я сегодня на охоту выйду с собакой. Возьму собаку с собой и сходим. Очень далеко, в общем, сходим. Потому что, как и в прошлом году, куда ходили, где видели медведя, где я снимал в прошлом году, есть видео «Встреча с медведем», кто не смотрел. Там, конечно, не так хорошо видно, и на фотоаппарат я еще тогда снимал. Вот сегодня в тот угол тоже сходим, посмотрим. Я уверен, там хоть, ну и так не очень охота с ним встречаться, но я уверен, что мы увидим автограф, где он оставил, как бы, ну, говно медвежье, если грубо говоря. Так что посмотрим, сходим. Вон, смотри, Айда тоже радуется, ждет. Это птицы шуршат. Всякие звуки, блин, какие-то трески, звуки. Все надо прислушиваться как-то. Зверь или еще какая птица. Так что ты охотник, и думаю, тебе за тобой тоже могут быть охотиться. Вот так вот. Здесь еще надо подобраться. Ну, болтать не буду пока, ребята. Надо собраться, и рассветает полным ходом уже. Уже идти можно в лесу. Мы на лодке сейчас сперва будем ехать. Поплывем на лодке, а там уже пешком. Короче, я основное, где хреново идти, я оставлю. Ну, с собакой не хочу возле речки идти. Я без собаки один там буду бродить. Может, рябчиков настреляем, я не знаю. Если ружье нормально пристрелять, надо еще ружье. Все, собираемся и
идем на охоту. Охота на глухаря сегодня будет. Посмотрим, что из этого получится. Ребят, слушаю радио. И вот смотрите, какой завтрак на скорую руку. Я вчера даже не варил. Вот сейчас я творог буду кушать с сахарным песком. И нормально. Еще как бы с собой я буду брать колбас, сыр, хлеб, чай, конфеты. Все это возьму в рюкзак. А сейчас я буду завтракать с творог. Ну, творог я скушаю и нормально. Вчера я плов ел, не варил нифига. Плов там. И мне хватило на целый день, честное слово. Так, неохота так и кушать почему-то. И сейчас вот такой легкий завтрак, или, не знаю, это творог считается легким завтраком, или как в желудку там некоторые, скажем, жирное съешь, это тяжелая еда или калорийная еда, что-то. Не знаю, как творог считается легким завтраком или же калорийным. Я думаю, силы даст всяко. Раньше вся деревня этими питалась, как бы творог, молоко, кефир, все полезное ели, а сейчас перешли на бич-пакеты. Так что мы будем завтракать и думать. Немножко прикрою задвижки, так полностью не закрою. Так, все немножко. Так, чайник на плите, еще остается ружье отсюда взять. И, в принципе, вроде как все. Идем. Отсюда топор, на всякий случай возьму. Вдруг там затор или еще. И тебя еще надо выпустить. Сейчас я ее сперва выпущу и потом двигаемся. Сейчас 6:01. Все, мы, можно сказать, уже выходим. Вот смотрите, второй день уже здесь айда моя валяется, вот тут, именно тут. И вот такие щепки тут. Непонятно, кто отсюда выдернул это. Но я думал, тут может медведь тоже тут лежал. И буквально вот, если присмотреться, там от избушки там 100 метров, наверное, 100 метров. И если он тут лежал, значит медведь идет вверх по течению, по берегу. Потому что следы там мы ниже видели, а здесь он тоже. Вчера уже хотел сюда, даже вчера я видел, как он валялся. Как будто вот тут тоже, блядь. Не так интересно, понимаете? Как будто вот, ну, это он. Вот когти у него. Вот когти, как он эту щепку он выдернул. 100 пудов, ребята, 100 пудов. Я не ошибаюсь. Что он искал, интересно? О, как, вот так он выдернул, видимо. Буквально, блядь, 100 метров от избушки. И там еще вон. Вот тут тоже. Тоже следы видно. Вон, видно как. Вот она. Обычно айда вот когда увидит там, где вот автограф, хотя бы у лосей или у оленей там, где вот насрали они, она всегда там, ну, кувыркается на нем. И вот здесь тоже вон следы, вот следы, вот щепки, вот буквально, 100 метров. Ну где-то он, так, если присмотреться, вот отсюда вот не вижу. Вон они, мои постройки, вон. Да. Вон они. Вон там изба. И там еще. Так. Беседка, типа беседки. Вон там.
Вон там пакет висит у меня. Аки моих детей. Вообще. Вот с прошлого раза вот сюда мы приходили. Ну да. Это он здесь. Но он крупный самец. Самец-одиночка. Не удивлюсь, если вот, скажем, автограф еще где-то увидим здесь рядом. И может быть там еще в таких случаях они. Ну вот тоже вот следы как-то вон они. Вон следы-то ведут. Как-то они как его шагают и листья отталкивают лапами. И с прошлого раза, вот я когда приезжал, вот, рябчиков я пострелял немножко, и остатки рябчика там, внутренности я выкидывал возле избушки. Может, на этот запах тоже он, это на дерево залезло, на этот запах может тоже идет. И все становится на свои места. Я вчера был на охоте и возле муравейников останавливался. Значит, это тоже медведь там ворошил там именно маленький мелкий муравейник. Это стопудово он что-то проверял. Но он полностью не разобрал там. Чуть-чуть только. Я по-теплому одет. Я иду к лодке и будем плыть сейчас на лодке. Где-то основная, чтобы хотя бы чуть-чуть. Где-то километра 2, может больше. И дальше уже пойдем. Дальше пешком, тоже пешком. О, дорога будет сегодня ужасная там. Вкратце поснимаю там. 2 или 3 километра тоже. Невозможно идти. Сырое место. Но зато, думаю, может кого-то там, может быть, еще увидим. Последний вариант. Потому что дорога трудная, но думаю, если только там кого встретим. Потому что чем дальше в лес, тем больше дров. Чем дальше в тайгу, тоже может и дичь есть. А если нет, так что потом? Бля, медведи вот так окружили нас. Окружают потихоньку. Че мне спится, надо уже берлогу искать, а они шастают. В прошлом году осенью не было их. Только вот весной. В этом году тоже весной было. Сейчас осенью тоже пришли они. Вот так вот. Ну ладно. Как ни странно, вода прибывает. Я вчера отмечал. И вода прибывает где-то сантиметров 4, наверное, прибывает там. За сутки. Ну, 4 сантиметра. Топор так-то нам не нужен, но из-за затора приходится брать. Вот так вот, сейчас будем плыть. Уже развернулся, я спускаюсь, и какие-то следы опять я увидел. Сразу моментально включил камеру, а там какая-то ошибка была. Непонятно что. Где-то я здесь, я его увидел. Что за след тут? Медведь здесь спустился, он тут вот. Вот. Но он здесь пришел с того берега, здесь спустился, он поднимается, оказывается. Там ниже были следы, когда он вверх поднимался, а здесь он спустился. Наверное, походу он идет
по течению, ой, напротив течения. Но и походу он поднимается выше. Так. Айда себя спокойно ведет. Это уже, значит, несколько дней прошло. Вот он, след. Но скользил там. Скользил, спустился. А там уже... Вот там через 2 поворота, считай, наша избушка. И он здесь, наверное, он прошел там. Поднимается потихоньку. Ну и пускай поднимается. Нам еще лучше. Там уже не наша территория, дальше выше. Главное, чтобы отсюда он ушел. Нам он не нужен. Вот такие мелкие заторы на каждом повороте. Вот так вот. Вот такие заторчики. Это, считай, так себе затор. Некоторые это заторами не считают, потому что у них там выше, когда идут на 100 километров, там вообще ужасные заторы, а это ерунда. Ну ладно, мы поплыли вообще. Километра 3 надо плыть.